Очень рад вас видеть всех. В преддверии Дня строителя традиционная встреча с журналистами. Министр рассказывает, темпы в отрасли не сбавляют, а даже опережают график. Планы на этот год у нас 2 775 000 квадратных метров жилья. Значит, на сегодняшний день мы уже имеем 79% выполнения. Это более 2 миллионов квадратных метров. Рекордным был прошлый год. Тогда в республике ввели больше 3 миллионов квадратных метров жилья. Но в этом году, говорит глава Минстроя, есть шансы побить рекорд. Во-первых, в стране продлили льготную ипотеку под 7%. Во-вторых, несмотря на санкции, цены на стройматериалы снизились. Зарубежные компоненты заменили отечественные. Если строить дом, там, наверное, если брать, процентов 80 это все наше производство. Так? Или даже, наверное, больше, да? Даже 85, наверное, процентов. Самое, я говорю, это лифт может быть там, да, все остальное это уже у нас производится. Лифты единственное, что не удалось импортозаместить до конца, но строители нашли новые рынки. Теперь их везут не из Европы, а Белоруссии, Китая, Турции и Казахстана. Есть и свое производство в Московской области. Однако новые реалии все же сказались на спросе квартир. По данным одного из крупнейших застройщиков республики, он упал вдвое. Порядка наполовину, наверное, на сегодня, да. Ну, в половину от того, что было. Вот. Цены сейчас на жилье не растут уже давным-давно. Да. Сейчас пока себестоимость догоняет. Потенциальные покупатели стали более требовательны к инфраструктуре. В республике продолжают благоустраивать общественные пространства. В этом году их 65. На это направят больше 2,5 миллиардов рублей. Один из самых новых примеров такого подхода – вот этот парк, создаваемый в одном из самых крупных жилых комплексов Казани. Его главная фишка – это река Нокса, которая протекает вдоль всего жилого комплекса. И парк не только не затмит ее, а и наоборот, подчеркнет. Это сделано благодаря экотропам над водой. Жители будут ощущать себя здесь как на лоне природы. Первую очередь парка с освещением, дорожками и спорт-объектами откроет уже ко Дню Республики, вторую в следующем году. Тогда же в масштабах региона начнется обновление коммунальных сетей по федеральной программе. С Нового года начнется новая программа, которая будет направлена на обновление жилищно-коммунального хозяйства. Это там 90% денег будет направлено на обновление сети. Каждый год в течение 5 лет из бюджета страны будет выделяться 150 миллиардов рублей на все регионы. 60% из федеральной казны, 40% из местной. В завершении встречи Марат Айзатуллин поблагодарил журналистов за работу. Лучших наградил, в том числе корреспондентов службы новостей ТНВ. Рамиль Шайдуллин, Рамзиль Гарипов, ТНВ, Казань. Закажи рекламу на ТНВ. Телефон в Казани 5 705 100.